Больше километра дорожного полотна каждый год. Столько своими руками ремонтируют, нет, не дорожники, а жители поселка Нижний Чов, что под Сыктывкаром. Из года в год двое мужчин укладывают плитку, засыпают ямы щебнем и песком, расчищают участки и даже формируют тротуары. На такой шаг они пошли от безысходности, ведь улицу, на которой они живут, не ремонтируют годами. Дарья Филитова о тех, кто помощи не ждет, а действует. Около дома номер 13 на Рейтовой улице стоит местный арт-объект, смотрящая за дорогой. Это манекен. Женщина в темных очках пристально наблюдает за нарушителями спокойствия и контролирует появление новых ям. Однако жители точно знают, настоящий смотрящий за дорогой – это их сосед Василий Макаров. Вот уже несколько лет подряд он чистит дорогу от своей улицы до остановки, укладывает в ямы плитку и засыпает опасные участки щебнем и песком. Дороги я ремонтирую очень давно уже. Если бы не ремонтировал, здесь не проехать. Засыпаю практически каждый год, не по разу. Беру, привожу прицепом землю, на тележке, потом развожу. Дорогу в нижней части поселка положили еще в 60-х годах. И, по словам жителей, с тех пор ни разу основательно не ремонтировали. Между тем, улица Магистральная важная, соединяет верхнюю и нижнюю части поселка. Восстановление полотна в планах все-таки значится. Однако пока речь идет о ремонте только одного участка верхней части, длиной всего в километр. А вот жителям прибрежной части Нижнего Чова повезло меньше. Вот почему они не бросают начатое Василием Макаровым дело. Так, еще несколько лет назад на помощь ему пришел сосед Андрей Орлов. С тех пор они вместе латают дыры, ищут стройматериалы и даже нанимают специальную технику. Года 4-5 назад ремонтировали центральную дорогу, и рабочие отсыпали как ненужные отходы от дороги, крошку эту. Мы нанимали бобкаты за свой счет от нижней части поселка и вплоть до остановки делали, равняли все ямы. Но эта крошка девается, уходит быстро, появляются вот такие буквально ямы. Мужчины признаются, все это они делают ради детей. Ребята в поселке активные, любят гулять, кататься на велосипедах и самокатах. Однако из-за неровной дороги дети часто получают травмы, от простых царапин до более серьезных повреждений. К тому же несладко приходится и молодым мамам. Обычные коляски не справляются с ямами, поэтому приходится покупать более дорогие и устойчивые. У меня дочка, 2 годика, ей 4 месяца. Она 2 раза упала, споткнулась, разодрала все руки в кровь. Вот. Я спросила у соседа, дяди Васи, Василия Николаевича: земля нужна тебе? Он говорит: ну нет, а что хочешь делать? Я говорю: я возьму лопатой, засыплю эти ямы, потому что уже невозможно смотреть на слезы ребенка. Он по доброй душе сказал: не мучайся с лопатой, я сейчас с телегой все сам сделаю. К слову, местные жители пытались обратить внимание на свою проблему. Обращались в прокуратуру, писали в социальных сетях. Однако пока ВОС и ныне там. Решили действовать иначе – засучить рукава и выйти на ремонт. В конце концов, это им ходить и ездить по этим ямам и ухабам. Дарья Филитова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Нижний Чов.